Накануне Дня памяти жертв политических репрессий Сосногорский мемориал провел собрание в городском историческом музее. На встрече члены общества вспомнили о том, что для Республики Коми тема репрессий особая. Ведь на территории региона в 30-е годы прошлого века действовало несколько лагерей. Не раз на собрании звучало имя создателя Сосногорского мемориала Георгия Устиловского. По словам его единомышленников, он отдавал все силы установлению правды и защите прав репрессированных. Он ночами не спал, работал. Никому не отказывал, всем помогал. Кто бы к нему не приходил, кто бы не обращался с какой бы просьбой, в любое время. Он помогал людям, он реабилитировал, он писал во все инстанции. Причем не по одному разу приходилось ему это заниматься. И написал несколько книг. Я благодарна всем, кто его помнит и его не забывают. В следующем году мемориалу исполнится 20 лет. За это время было реабилитировано около 500 наших земляков. Сложностей было достаточно, говорят в обществе. Иногда данные приходилось запрашивать в бывших союзных республиках. Порой достучаться было тяжело. Мемориал и сегодня не прекращает работу. Сегодня мы занимаемся тем, что стараемся поддержать оставшихся в живых, поскольку очень много уже ушли из жизни. Мы еженедельно, 2 раза в месяц ведем дежурство с целью, чтобы кто-то, может, еще не реабилитирован, кто-то придет к нам с обращением. Вечер памяти продолжился концертом. Ансамбль «Зильзёль» преподнес членам общества музыкальный подарок. Учащиеся городских школ читали стихи. Здесь очень интересно узнать о тех людях, которые невинно пострадали, узнать что-то новое для себя, узнать о их жизни, как они пострадали, как они сюда попали. Для меня это большая честь была узнать. По словам членов мемориала, присутствие на собрании юных горожан их особенно порадовало, ведь обществу нужна неравнодушная молодежь, которая продолжила бы дело, начатое 2 десятилетия назад.